Я думала, Монголия – это степи, отсутствие всякого комфорта и верблюды. Ничего интересного, думала про себя, каждый раз избегая этот маршрут. Но оказалось... Оказалось, все не так. Монголия в моем списке теперь одна из самых интересных, аутентичных, колоритных мест, которые я советую настоятельно посетить. Потому что Монголия – это бескрайние степи и чистейшие синие озера, заснеженные пики Алтая, просторы пустыни Гоби. Это невероятно энергетически сильные места, интересные традиции, много мяса и очень необычная столица Улан-Батор. Ну что ж, здравствуй, Монголия! Интересно. Интересно. Это будет интересно. Монголия. Я не буду рассказывать, что Монголия делится на 21 аймак, которые в свою очередь имеют в своем составе 329 сомонов и прочую информацию. Пожалуй, эта передача будет похожа скорее на личный влог и будет больше похож на заметки с эмоциями и моими личными открытиями. Итак, поехали! В Монголию мы заехали через Улан-Удэ. Пока ехали через окна нашего комфортабельного автобуса, я видела только степи. Но через некоторое время меня ждал сюрприз. Встреча с самыми настоящими верблюдами. Вы слышите, как кричат верблюды? Я впервые слышу. Может, это кого-то не удивит, но я впервые вижу самых настоящих верблюдов в их естественной среде. Это просто невероятно, потому как, чтобы был дождь в пустыне, большая редкость. Гоби нас встретила дождем изобильным с утра. Буквально через час выглянуло солнышко, а сейчас мы видели диких верблюдов. Сейчас я иду к ним. Конечно, на эмоциях я побежала прямо к ним, но через пару минут я почуяла неладное. Верблюд, как и любое животное, защищает свое потомство, свои территории. Они мне четко дали понять, кто тут гость, а кто хозяин. Пришлось бежать со всей силы обратно к машине. На эмоции не передать словами. Это очень хороший знак, говорит, с белым верблюжонком. В Улан-Батор приехали поздно ночью. С утра предстояло увидеть восточное Гоби. Через Монголию и соседний Китай тянется одна из самых коварных пустынь мира – Гоби. Переводится как «пустынное место», известное в древности как пустыня Шамо. В Гоби были обнаружены многочисленные останки динозавров. Самая известная палеонтологическая находка – дерущиеся динозавры, цепившиеся и погибшие под обвалом, тоже были найдены в Гоби. Говорят, пустыня обладает такой силой, что может легко запутать следы или вывести к людям. Все зависит от кармы, поэтому без сопровождения местных отправляться самому не рекомендую. Смотрите, кого я увидела. Монгольские собаки. Очень редкая порода, они такие большие, лохматые. Кстати, ночью по пустыне ходить очень опасно. Выходят шакалы и даже, говорят, красные черви. Тотем восточного Гоби – черный скорпион. Поговаривает, он дарует невероятную силу. Если вы лишены силы и внутренней опоры, советуют приехать именно сюда и помедитировать, а также приобрести тотем, который будет не только оберегать вас, но и наполнять энергией.
Дальше мне предстояло познакомиться с очень необычным местом. Данное сооружение называется Мом Апо, и оно посвящено матери, материнскому роду. Танзан Наружа рано осиротел и посвятил вот это сооружение своей матери. И паломники, приезжая сюда, делают подношение молоком в дань в честь того, что сколько бессонных ночей провела мама, сколько переживала. И вот эту благодарность они делают подношение именно молоком. Поднося молоко, паломники также должны благодарить и просить прощения у матери, и также благодарить весь материнский род. Это искусственное сооружение, созданное почти 100 лет назад, специально для женщин, как аллегория женской груди. Называют его еще «грудь планеты». И есть поверье, что эти сооружения исполняют желания женщин, которые не могут иметь детей, или тех, кто не может найти настоящую любовь. А также только здесь можно попросить прощения и благословения у материнского рода. Нужно пройти 3 раза. Для того, чтобы просьба была услышана и сбылась, нужно трижды обойти эти сооружения, орошая их молоком и мысленно повторяя свое заветное желание. Духов местных задабривает молоком и зернами, поэтому коров здесь очень много. Картина была немного странноватая. Честно, сосредоточиться было невозможно. На первый взгляд, место кажется создано для туризма. А с другой стороны, была ли такая потребность у монголов 100 лет тому назад? Верить или не верить, решать вам. Погода, конечно, выдалась не самая благоприятная. Изрядно замерзнув, мы поехали отогреваться монгольским чаем и посмотреть на настоящее жилище монголов – юрты. Вот это я ждала больше всего. Смотрите, мы находимся в самой настоящей монгольской юрте. Все очень скромно, даже слишком. Следует отметить, что монголы до сих пор сохраняют и свято чтят древние обычаи кочевой жизни. Живут в войлочных юртах автономно и обеспечивают свое существование за счет родового ведения натурального хозяйства. А вот эти, получается, как сказать, укрепители, да, основания, называется багана. У нас тоже есть багана. Да? Да. Вообще, кстати, в якутском языке около 40% из монгольского Схожих да, слов, да. Вот давайте расскажу про багана, который вот держит всю юрту. Она крепится в первую очередь, затем на нее прикрепляется вот этот тона, вот этот круг тона, а к тону после этого прикрепляются вот эти жерди. Жерди, они просто прикрепляются к вот этим стенам, называется хан. Видите, войлок натуральный. И вы говорили то, что если в 2 слоя это зимняя юрта, да, если 1 слой это летняя юрта. Да, верно. И получается, вот у них функция была часов. Например, луч падал, скажем, на эту жердю, да, значит, наступило время доить коров. Вот так определяли время, что коровы пришли с пастбища и так далее. Затем, вот, держась за эти жерди, женщины в старые древние времена вот так рожали, стоя. Как интересно. Да. И вот, получается, юрта, она делится на мужскую и женскую сторону. Мы здесь видим то, что вот на женской стороне кухонная утварь, холодильник, там печка, все это там стоит. А на мужской стороне вот здесь именно, да, ну здесь стоит Мы видим кровать, диван, да, но в большинстве случаев там охотничьи... Да, охотничье, да, снаряжение, плюс и одежда мужчины должна, она именно на этой стороне храниться. Седло тоже на этой стороне. Честно, я бы так не смогла жить. Пока хозяйка готовила обед, попробовала самый настоящий монгольский чай. Как? Чай?
соль, сахар и масло. Все здесь. Я слышала то, что даже бывает чай с пельменями. Да, есть чай с пельменями, варят, получается, чай, вот суток да, мангольский. И сверху, когда закипит вот этот чай, закидывают пельмени. Варится и едят как суп и чай. Но мне кажется, можно насытиться одним чаем. Да, насыщенный, Калорийный. сытный, да, калорийный. Я помню, в детстве мы тоже пробовали такой чай, смешивая ради игры разные ингредиенты, не ведая, что где-то далеко кто-то этим напитком спасается в холодной степи. Чай монгольский напиток очень калорийный, скажу честно, на любителя. Возможно, живи я в степи, может, и воспринимала бы иначе. Кстати, по традиции, на донышке пиалы не принято оставлять остатки чая и бросать в чашку остатки и объедки. Это будет расцениваться как неуважение хозяевам юрты. Здесь же я узнала очень много интересного. То, что, оказывается, нельзя входить в гости хозяевам юрты с засученными рукавами. По монгольскому обычаю монголы засучивают рукава только на похоронах. Также нельзя входить в юрту без спроса или тихо, неслышно, озираясь по сторонам. Нужно обязательно подать голос или покашлять. Таким образом, гость дает понять хозяевам, что не имеет никаких враждебных намерений. Когда дают угощение, не берут его одной рукой. В знак уважения принято брать двумя руками. На самом видном месте юрты монголы сооружают место счастья и изобилия. В емкостях обязательно хранят вкусности. Гостей угощают сладким арул. Арул делают из творога и бывают как сладкие, так и соленые. В деревнях они заменяют конфеты. Спасибо. Это конфеты, а вот это, кстати, вот сушеный творог, кстати. Как раз таки. Да. Смотрите, как интересно. Очень твердая. Вот это сушеный творог называется ару. И можно обратить внимание то, что у монголов у всех красивые здоровые зубы, потому что детям с детства не дают конфеты, да, а им дают вот этот как раз-таки ару, натуральный продукт, молочный. И вот ну, вообще, если по улицам пройтись, можно посмотреть, что у них у всех красивые, здоровые зубы. Белоснежная улыбка. Да, белоснежная. Что ж, наш обед готов. И тут меня ждал сюрприз. Монголия – рай для мясоедов. Мясо – основной ингредиент практически каждого блюда. А салаты и гарнир, можно сказать, практически отсутствуют. Мне пришлось выпрашивать салат и отказываться от мяса. Хозяева не могли понять, почему я отказываюсь, так как мясо на завтрак, обед и ужин выдержит не каждый, если только ты не монгол. Саяна, а почему 2 раза в год кочуют? Получается, кочуют в место, где много травы, чтобы скот был всегда как бы сыт, да? И когда уже вот, можно сказать, опустошили это место, переезжают в другое. Далее меня ждал очередной сюрприз – размещение в юрточном кемпинге. Такие апартаменты. Наша юрта. Это современный вариант. Спасибо моим гидам, что для ночлега нашли для меня комфортное место. Для туристов предприимчивые монголы организовали и комфортабельные юрты. Внутри можно найти все удобства – и туалет, и душ, что очень редко в пустыне. Потому что удобство в степях Монголии на улице. Да, в буквальном смысле, под открытым небом. Но ничто не может омрачить поездку, когда ты изучаешь мир с любопытством. Тем более меня ждал следующий сюрприз. Это будет интересно. Мы находимся на восточной стороне пустыни Гоби. Здесь красные пески, завтра обязательно покажем. И мы сейчас отправляемся на самый настоящий концерт под открытым небом. Нас пригласили послушать и познакомиться с культурой Монголии. Перед нами выступали артисты, которых здесь знают и уважают. Те, кто хранит свою культуру и традиции. Хотя традиции здесь впитываются с молоком матери. Уклад жизни перенимается с рождения. Может, поэтому они довольствуются малым. И чтобы чувствовать счастье, не ждут особого повода.
Вечер, посвященный музыкальной культуре монголов, поразил меня глубиной традиций и разнообразием звуков. Монголия – страна кочевников. Монголия – страна Маринкура и протяжной песни. Монголия – это игры трех мужей. Монголия – это гордость. Это будет интересно. Ночь в пустыне Гоби удалась, потому что после мы запускали в небо фонари, чтобы сила тысяч звезд исполнила наши желания. Сегодня погода такая ветреная, поэтому у многих шары сгорели. Вот видите, пиаска у некоторых. Сейчас я буду запускать красное польское небо. Но мой фонарь не полетел, как и у многих. Но это нисколько меня не огорчило, так как вечер был прекрасен. Давайте лучше, товарищ оператор, угостите меня горячим чаем. Хорошо. Перед сном гостеприимные монголы решили нас порадовать вкусным поздним ужином. Да, и как вы догадались, это снова мясо. Дегустация монгольского традиционного блюда хорхох из баранины, приготовленной на горячих камнях, тоже внесу в копилку интересных событий. Перед трапезой монголы, оказывается, дезинфицируют руки теплом камня. Да, вы не ослышались, вода в степи в дефиците, поэтому обеззараживает руки горячими камнями в масле. Бывают очень прям раскаленные, видимо, немножко адаптировали под нас, под туристов. И вот надо прямо вот так, чтобы каждому как тепло, да, передалось прямо к костям. Мясо подается с овощами. Вкус непередаваемый, так что хорхох оцениваем на 10. Все-таки блюдо, приготовленное в собственном соку, в естественной среде, не сравнится ни с чем. Все это варится, и далее мы добавляем соль. Утро. Какое оно прекрасное. Спала так крепко, хотя некоторые говорили, что слышали разные звуки. Может, это был голос пустыни? А также всю ночь шел ливень. Для этих мест такие осадки – большая редкость. Хоть и климат страны резко континентальный, с морозными зимами и сухим жарким летом, в принципе, как у нас в Якутии. Дождей и снегопадов здесь бывает очень мало. И в основном они бывают в горных массивах на северо-западе. Позавтракав, мы отправились в новые места. Предстояло посещение самого сильного места на Земле – Шамбалы, о котором я слышала не раз. Многие ученые и путешественники на протяжении многих лет ищут местонахождение Шамбалы. В индуистских текстах она находится на вершине таинственной горы в центре Азии. Здесь у нас 8 чаш. Эта чаша символизирует 8 драгоценностей буддизма. В XIX веке здесь жил монах Данзан Равджа. Люди до сих пор пересказывают друг другу легенды о волшебных способностях просветителя – перемещаться в пространстве и предсказывать будущее. Одно из таких предсказаний было как раз о том, где искать Шамбалу. Когда придет время всемирного потопа, это единственное место на планете, которое уцелеет, говорил монах про эти места. Шамбалу в Монголии называют энергетическим центром Земли, либо третьими вратами в параллельный мир. Такие места есть еще и на Алтае, и в Непале. На входе в самое сильное энергетическое место в мире, вдоль Шамбалын-Арон, установлены 108 ступ субурганов. Здесь очень важно знать правила поклонений, очередность и смысл. Здесь же увидела воочию и услышала обряд поклонения Шамбале с песней, мантрой Улемджин Чанар. Говорят то, что весь негатив, все плохое собирается вот здесь под мышками. И вот когда поднимаем руки и на улице сильный ветер, да, у нас вот этот негатив уходит. Особенно вот здесь, в этом священном месте, нужно сделать эту практику. И таким образом, да, поднимать, и таким образом мы очищаемся от всего плохого
и уже очищенные идем заряжаться. Как любого туриста привлек обряд и у камня желудок дьявола, где сжигаются и отпускаются грехи. Но самое интересное я ощутила и поверила силе этих мест, когда мы легли на красный песок в священном кругу в самом центре Шамбалы-Нагрон, впитывая сильные энергопотоки сакрального места. Здесь, как говорят очевидцы, больные исцеляются от своих недугов, здоровые чувствуют невероятный прилив сил. Но нужно вставать вовремя, как увидишь, что кожа обретает зеленоватый оттенок. Но только просматривая материал, я увидела то, что вы видите на своих экранах. На месте мне казалось, что тучи находятся слишком близко, но не думала, что настолько, чтобы можно было дотянуться руками. Так и хочется верить, что это те самые врата. Совсем недалеко от Шамбалы находится еще одно интересное место – секретные пещеры для медитации, в которых монахи Хамрын-Хит уединялись для практики медитации от 30 до 108 дней. Таких мест возле Шамбалы 100. Мы посетили одну из них. Монахи здесь сами себя замуровали на месяц и больше, чтобы не испытывать соблазнов внешнего мира. Вот не могу представить, что именно в таких маленьких пещерах люди вот так сидели и медитировали. Да, так и было, получается, до 108 дней ламы медитировали, и некоторые ламы не выдерживали, да, без воды, без еды, и специально бурили. Вот в некоторых пещерах можно увидеть такую систему, как кондиционирование, и через эти дырки проверяли, лама жив или нет. А если не находили его живым, то замуровывали полностью. Эти места не только забрали, но и спасли много жизней. Во времена религиозных и культурных репрессий в этих пещерах смогли спрятаться и спасти свою жизнь 100 лам. И это исторический факт. Земли тут благословенные. Очень много птиц, даже цветут растения, которые могли бы и не прижиться. Еще одно интересное место – это то, что прямо из Японии человек, который проходил тоже здесь просветление, посадил сакуру, самую настоящую сакуру. Никто не верил, что эта сакура приживется. И, как вы видите, она не только прижилась, но и разрослась по всей территории. Здесь же находится и Эхын Умай, чрево матери. По легенде, если пройти через проход, можно избавиться от грехов. Не знаю, очистилась или нет, но перерождение прошло успешно. Как часто вы замедлялись? Здесь особенно четко слышишь себя, свои запросы. Получаешь ответы, потому что ты находишься наедине со своими мыслями. Уединившись, понимаю тех, кто приходит в эти места просто прогуляться или медитировать. Там орел. Когда собирались уходить, местные сказали, что я получила благословение этих мест. Все время, сколько я там была, над головой кружили эти птицы. Мой гид Саяна показала мне еще одно сильное место. Это склон горы с магнитным притяжением, где можно, прикоснувшись, избавиться от недугов. Мы сейчас находимся в месте, где можно оставить свои болезни. Это вообще круто, да? Круто. И получается, вот эти камни, да, они притягивают всю болезнь на себя. Если болят почки, нужно приложить почки. Если голова, то голову. Я думаю, что это очень классно, да, то, что так легко можно избавиться от болезни. Этим очень много паломников, кстати, приезжают сюда и прижимают свое больное место, можно сказать так. Очень интересное место. Тоже пойдем и попробуем это на себе. Почки подержали, а теперь можно и поджелудочную. Мы здесь видим то, что камни уже стали гладкими. Это из-за того, что вот очень много людей приезжает, прижимает и верит в силу этих камней. Да, мистическую атмосферу пустыни Гоби я ощутила сполна. А дальше мы отправились на гору исполнения желания Хан Баян-Зурх. После очищения мы пришли в самое желанное место, куда стремятся все.
Гора желания, Черная гора, именно туда, на самую вершину, поднимаются только мужчины. Мы, женщины, поднимаемся только до половины. Вот там в начале есть место, где можно просить детей, у кого нет детей, либо просить у божеств, чтобы дети были тоже здоровы. Ну и преодолеваем определенный путь. Любое желание исполняется, когда ты проделаешь путь. Есть еще одно поверье, очень красивое. Нужно, оказывается, когда приходите в эти места, взять 3 камня, прошептать и рассказать о себе этим камням, помочь им подняться выше и там, на высоте, оставить свой след. Нужно закинуть эти камни как можно выше, потому что камни – активаторы наших желаний. Мы сжигаем наши желания, которые я написала накануне. И снова общение с собой, работа со своими мыслями. И да, мне это нравится. Так интересно, вначале пишешь и проговариваешь одни мечты, здесь на горе, на вершине я уже мечтала о других вещах. Все, что было важным вчера у себя дома, куда-то отдалилось, остались только я и мои истинные желания. Ну а чтобы сбылось желание, нужно 3 раза прокричать. Закончился еще один день, полный открытий, новых знаний, обретения ответов на вопросы и приятная усталость. На следующий день мне довелось побывать на обряде очищения, исцеления и открытия дорог. Монгольский шаманизм, как и якутский, это всеобъемлющая система верований, которая включает медицину, почитание природы и поклонение предкам. В Монголии насчитывается более 10 тысяч шаманов. Обряд благословения провел и наш якутский шаман Юрий Барай. Погода сегодня балует, много солнца. А отправились мы в еще одно интересное место, чтобы узнать, как написано в путеводителе, свое истинное предназначение. Для этого нужно покрутить вот этот молитвенный барабан, запомнить свою цифру и найти описание по дороге в храм. Наверху находится храм Арьявал. Проходим через этот мост. Ой, мамочка. Ой, мост шатается. Так. Идем через этот качающийся мост и должны пройти 108 ступенек, чтобы полностью очиститься и зайти в храм. Вот на этих баннерах мы ищем свой номер и читаем свое предназначение. Это белый старец, бог всех живых существ. А это что? Это взаимоотношений. Преодолела немало ступенек. Нужно не просто подниматься, а останавливаться на каждой ступеньке и проговорить мантру. И с каждой ступенькой ты очищаешься и заходишь в храм обновленный, чистый, с чистыми помыслами. Уже просишь у богини желание, которое ты хочешь, чтобы исполнилось.
Мы сейчас находимся в храме Арьябола. Он находится в национальном парке Терелж. И вот видим в центре статуи, да, это у нас богиня Арьябола. У нее 1000 рук. И она готова подать одну из своих рук любому, кто попросит у нее о помощи. А я здесь поймала невероятный дзен. Меня окутало такое умиротворение, как в детстве, будто лежишь в объятиях мамы, и мир такой уютный и безопасный. Замечаете красоту? Потому что счастье именно в таких моментах. Но самое интересное, ты это чувство забираешь с собой. И оно мне пригодилось, потому что предстояло пройти еще одно испытание, которое я хотела всячески избежать. Да, для кого-то это удовольствие, но для меня лошади – это одновременно красота и страх. Ну и следующий этап моего путешествия – это поездка на лошадях. Конечно, Монголия – это не только степи, но и монгольские лошади. Для меня это будет преодолением своего страха, потому как в детстве я испытала прям сильнейший страх, и до сих пор я боюсь ездить на лошадях. Сейчас посмотрим, справлюсь ли я. У страха глаза велики. Мне казалось, меня посадили на самую большую лошадь. Но, просматривая материал, увидела эту картину. При моих параметрах моя лошадка выглядит как пони. Может, поэтому я легко оседлала свой страх. Любовь неземная. Такие виды. Впервые в жизни оседлала лошадь, и хочу сказать вам, ощущения незабываемые. Посмотрите, какая красота. Нереально. Я не пожалела, что сделала шаг навстречу своему страху. Зато научилась разговаривать с животным и договариваться. Моя лошадка довезла меня до скалы Милхи-Хат в виде гигантской черепахи, символ национального парка Терелж, символизирующий мудрость, долголетие и благосостояние. Подняться не так уж и сложно, если у вас все в порядке вестибуляркой. Внутри скалы находится кармическая пещера. Невероятная красота! Я нахожусь в кармической пещере, в скале черепаха, и передо мной сейчас стоит задача пролезть переродиться. Кто не проходит, у того много грехов, сказали. А кто проходится и спокойно перерождается, тот чист, безгрешен, собственно, как я. Ну вот, собственно, я прошла вот этот сложнейший этап. Говорят, были случаи, что очень такая стройненькая девушка застревала. Это означает, что у девушки было много грехов. А я как-то легко прошла. Путешествие мне очень нравится. Столько разных этапов, приключений. И действительно, Монголия открывается совершенно по-другому. И родиться получилось, и переродиться получилось, и очиститься. Спасибо. Ой, а вот это сердце черепахи, и тут, оказывается, нужно подносить подношение. Если ничего нет, оставляем камушек, просим благословения и начинаем новую жизнь. Смотрите, какой экстрим. Прошла, но не знаю, как я буду спускаться. Ритуал очищения и обнуления пройден. Но почему все так гладко идет, даже не интересно. Хотя бы застряла где-нибудь ради контента. Исполнилась еще одна моя детская мечта. Я впервые в жизни вблизи вижу верблюдов. Вы, наверное, видели в начале нашей передачи, как я бегала за ними по степи, а тут они рядом.
Можно даже покататься на них. Но я все-таки в этой поездке не рискну. Такие смешные! На ужин снова много мяса и вкусные хушуры. Кстати, очень напоминают чебуреки. Хочу сказать, что кухня Монголии подходит больше для мужчин. Даже я с отменным аппетитом не осилила мясо, тесто и еще раз мясо. Ночь мы провели в чудесном месте, в отеле, который стоит посреди гор. Просто нереально. Атмосфера. Очень красивый отель. Расположен среди гор. И прям чувствуете такая прохлада. Смотрите, не стали срубать дерево, да, а сохранили, сделав вот такую ограду. Пусть она неказистая, но, видите, зато создает свою особую атмосферу и выполняет свою функцию, очищает воздух. В Монголии можно увидеть не только степи, юрты, но есть и парки с разными аттракционами. Нас повезли именно в самый экстремальный, для преодоления которых нужны крепкие нервишки. Я боюсь. Сказали, высота 30 метров. Все, я готова. Еду в вершины. Конечно, о благоустройстве тут и речи быть не может. Чтобы прокатиться на зиплайне, пришлось подниматься на своих двух. Весь трип – сплошные испытания. И это все разочарованно выдала про себя, как вдруг... Меня откинуло назад. Я думала, сейчас остановят, и продолжала снимать на телефон свои радостные эмоции. Потом поняла, что дело совсем плохо. Ребята совсем молодые, тут еще сильный ветер, и я повисла. На 10-й минуте я начала мерзнуть, спина уже не держала, руки тоже, мой голос улетал в другую сторону. Как думаете, сколько я тут провисела? Как говорится, бойтесь своих желаний. Хотела экстрима, и я его получила. Сполна. На самом деле, я это восприняла как игру. Я подумала, подстроено снизу для больших эмоций, но на деле оказалось нет. Все было реально и не запланировано. Как ощущения, Анна? Прекрасно, и только со мной могло случиться такое. Нарочно не придумаешь. Как будто это для контента, на самом деле нет. Я думала, все, я сейчас там застряну. Страшно ли мне было? Нет. Словила кайф. Люблю приключения, люблю что-то новое. Я не знаю, почему это не спланировано. Реально. Почему-то я подумала, что так и должно быть. Поэтому я как-то не испугалась, когда я начала ехать в ту сторону со всей скорости. Тогда я поняла, что что-то тут случилось, и они начали суетиться, прям с канатами бежать. Ну, я не знаю, ну, тут люди со 100 килограммами ездят, а я тут со своими... Не скажу, что я много вешаю, но тем не менее... Ну, было круто, запоминающе. Любите путешествия. И самое главное, не забывайте о страховке. Я была спокойна, потому что я застрахована. На этом месте должно было хватить экстрима, но я пошла дальше, на качающийся мост комплекса «Экстрим Монголия». Вот я поднялась. Смотрите, какая красота. Буду сейчас проходить через вот это ущелье. Как думаете, пройду? А у вас как по-русски?
И так нарочно не придумаешь. Мне дали самый длинный трос. И если сорвусь, то полечу вниз и снова придется висеть. Перспективы, скажу честно, не такие радужные. Поэтому концентрация была на все 100. Мне в какой-то момент стало нравиться проходить все эти испытания. Это ведь как в жизни. За трудностями всегда есть просвет, победа, когда ты не ломаешься и смотришь страху в глаза. Как я обещала подруге, станцевала свой победный танец. Парк «Экстрим Монголия» однозначно рекомендую к посещению, учитывая тот факт, что недалеко находится классный отель и даже есть юрты для аренды, стоит, говорили, в районе 2000 рублей за одну ночь. Какая красота! Монголия удивляла меня каждый день. Я, честно, каждый день больше влюблялась в эти просторы, в этот чистейший воздух. Тут кожей чувствуешь этот ветер свободы, свободу настоящих кочевников. Теперь я понимаю друзей-путешественников, которые мне рассказывали об этих землях и настоятельно рекомендовали посетить. Недалеко от Улан-Батор есть и зона отдыха. Юрточный кемпинг расположен в живописном месте. Здесь же есть новейшая вертолетная площадка. Полетать планов не было. Нужно было завершить дела по работе. Пока решала задачи, в голове промелькнула мысль. Может, да ну работу, все же отпуск. И тут ко мне подходит Юра Барай и говорит: посмотри на Улан-Батор сверху. Лети, дарю полет. Честно, я была в шоке. Это как работает. Каждая мысль здесь материализуется мгновенно. Перед полетом проводят инструктаж, взвешивают и все. Вес прекрасен, диета помогала. Любого цвета. Меня встретил улыбчивый и молчаливый пилот. Удачи! Пролетаем национальный парк «Скала Черепаха». Одно из самых знаменательных мест. Снизу видит одно, а видеть сверху — это просто непередаваемое ощущение. Эмоции просто нереальные. Сверху виды не передать словами. Тут вам и статуя Чингисхана, и скалы Мелхиет-Хат, и бескрайние просторы, и пустыни. Одно из заветных желаний полетать на вертолете сбылось. Исполнилась одна мечта, полетали на вертолете, сейчас исполняется вторая мечта, поедем на Мерсе. Ну все, поехали. Прекрасные дороги, настроение супер. Сверху видели бескрайние, красивейшие монгольские степи. Статуя Чингисхана расположена в 54 километрах к юго-востоку от центра Улан-Батора в местности Сонджин-Молдок. Статуя символически направлена на восток, к месту его рождения. Заезжаем в парк. И перед нами шикарная статуя Чингисхана. Свежий воздух, кругом степь, невероятные виды. И, собственно, статуя Чингисхана. В двухэтажном постаменте, как я уже сказала, все для туристов. Художественная галерея, музей эпохи Хунно, рестораны, сувенирная лавка. И на третьем этаже смотровая площадка. Собственно, куда мы и поднимемся. Идем по такой узкой лесенке. Мои
где корейцы со мной. Ну вот мы и поднялись на смотровую площадку. Высота статуи 40 метров. И это еще без учета постамента. Она покрыта полностью сталью. 200 тонн весит вот эта статуя. Можете себе представить? Вы меня фотографируете? Наверняка. А теперь посмотрите, сколько зрителей. Самая высокая статуя с лошадью в мире привлекает туристов со всего мира. Честно, смотровая площадка очень маленькая. Нам сказали, что совсем скоро здесь появится поле для гольфа, искусственное озеро, театр на открытом воздухе. Что ж, ждем и приедем еще раз. Это будет интересно! Ну а сегодня мы возвращаемся в Улан-Батор. В планах покупка сувениров, настоящего монгольского кашемира и прогулка по городу. Соскучившись по нормальной еде, Я решила прийти сегодня в итальянский ресторан и отдохнуть душой и порадовать свои рецепторы другими вкусами. У нас случилась фиаско. Мы заказали итальянский луковый суп. А оказалось, это монгольский суп. Покажи-ка. Покажи, там внутри очень много мяса. Да. Ну вот, за неделю в Монголии я, говоря простым языком, объелась мясом. Поэтому неподготовленному туристу это сложно. Поэтому с собой берите обязательно медикаменты, которые помогают разгрузить ваш кишечник. отдохнув в красивом месте, отправилась смотреть город. В самом городе находится крупнейший буддийский монастырь, Который считается святым местом. Здесь располагалась ламская элита, здесь был университет, здесь нашел обитель Далай-лама XIII в свое время. Кто изучал историю, знает, когда на его родину напали британцы. Одно из лучших мест, где вы можете зарядиться энергией. Сейчас мы находимся в старой части Дацана, которая сохранилась до сих пор, и сейчас в наши дни тоже здесь все работает. Здесь всем зданиям больше уже 100 лет. Вот, но, тем не менее, они также функционируют, и здесь тоже проводятся молебны. Вы можете обратить внимание, что здесь даже фасад самих храмов, он отличается немножко. И наверху на храмах 2 косули – это первые слушатели учений Будды. И колесо сансары. Здесь же на меня напали туристы из Японии, спрашивали, откуда я, и попросили оставить автограф. Сделали совместные фотографии. Почувствовать себя звездой, отправилась туда, ради чего я приехала в это место – посмотреть на золотую статую. Здесь нельзя снимать, но я тайком для вас сделала одно видео. Улан-Батор показывает весь свой характер. Смотрите. Классный. Молния, гром, дождь, град. Все вместе. Обожаю. Времени оставалось мало, поэтому я поспешила за самым настоящим монгольским кашемиром. Также визитная карточка Монголии – это кашемир. Мы находимся в бренде Гоби, один из самых известных брендов Монголии. И все модники, все, кто любит хорошее качество, стремятся и идут сюда. Посмотрите, какая нежная шерсть. Тут они представлены в разных цветах. И я себе пришла приобрести какой-нибудь, может, шарф прикупить. Пойду прикуплю и посмотрю шарф. Я сейчас буду примерять стопроцентный кашемир. Давайте покажем. Вот такой цвет. Сказали natural organic.
Кашемира Монголии много. Есть и дорогие, есть и бюджетные. Кстати, этот магазинчик находится недалеко от монастыря Золотой статуи. Смотрите, национальные украшения очень похожи на якутские бастыга. Что касается сувениров, тут их предостаточно. Можно везти в качестве подарка как поющую чашу, так и игрушки, мини-юрты из войлока или верблюды в миниатюре. Привлекло то, что Улан-Батор – город приусов и хаотичного вождения. Тут редко кто смотрит на светофор. Машины могут спокойно проехать и на зеленый. И ничего. Мы так ловим такси по старинке. Очень интересно, как тут нет никаких приложений. И ты не знаешь, какой водитель попадется. Но говорят, монголы в принципе добропорядочный народ. И стоимость такси в пределах 200-300 рублей. Вот. Монголы – очень дружелюбный народ. Прямо в такси могут порадовать песней. И даже не зная языка, исполнит песню на русском. Так что в этой стране вы не испытаете трудности перевода. Если знали вы, как вы недороги, подмосковные вечера. Мы сейчас идем на самую главную площадь Улан-Батора, посмотрим, что там есть. Вау, мы попали на какой-то киборг. Думала концерт, а попала на выставку книг. Глядя на разнообразие литературы и интерес населения, видно, что в этой стране читать любят. Я делаю вид, что мне дико интересно. Ну, такой прям симпатичный. Тут же мы встретили самую настоящую мисс Монголия 22 года, которая презентовала свою книгу о стиле. Вот, она мисс Монголия 2022 года. Автор этой книги. Она сама написала. Это очень здорово. About the cold weather, I know. The cold, what's it called? Winter. Унты. Она знает про якутские унты. Здорово. Это будет интересно. Что ж, моя поездка подошла к концу. Это была насыщенная неделя, полная невероятных открытий, новых знакомств, вкусов и эмоций. Очень надеюсь, что мой выпуск вам понравился. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. Я обещаю вам знакомить с новыми интересными местами, городами, странами, культурой и традициями. Путешествуйте даже по родной Якутии, потому как у нас тоже очень много интересных и красивых мест. Путешествуйте, открывайте для себя новых людей, новые возможности, потому как после путешествий ты возвращаешься другим человеком. И однозначно я в Монголию вернусь еще не раз.